Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы приехали в альпинистский лагерь Кязи. Тут проходит форум трассы развития, и мы решили пообщаться с участниками. Тебя святая сторона, моя родная Ингушетия. Тебя святая сторона, моя родная Ингушетия. Пути из глубины веков лежат вдоль горных перевалов. В погоне дробный стук подков, сверкание жалящих кинжалов. В ущелье заползает мгла, покрытый дымкою столетия. Как долго ты во тьме жила, моя родная Ингушетия. Как долго ты во тьме жила, моя родная Ингушетия. Первый раз я сюда приехала. Я приехала сюда с Людмилой Тимаковой в составе организаторов. И я здесь проводила мастер-класс по тревел-скетчингу. Можете немного рассказать, что это, чтобы зрители понимали? Ну, это такой быстрый рисунок, впечатление. И мы рисовали в горах. То есть сначала была теоретическая часть на территории лагеря, потом мы поднялись. И смысл в том, что это быстрый рисунок того, что вас более впечатлил. То есть мы берем какую-то небольшую постановку, да, и ее быстро карандашом или лайнером, или маркером отрисовываем. И потом по истечению нашего мероприятия у человека есть вот как фотографии памятные, а это рисуночки, которые он сделал сам, и потом, я надеюсь, это будет греть душу всем нашим участникам. Чем вы занимаетесь? Я видеограф, клипмейкер, сторителлингом занимаюсь, то есть все, что связано с видеоконтентом. То есть вы сюда приехали снимать? Да, действительно. Есть группа ВКонтакте у трассы развития, соответственно, я туда ежедневно пилю разнообразный контент. Я выучила лезгинку, мужской вариант. Можете танцевать? Нет. Ладно. У меня пока плохо получается. Какие слова на ингушском вы знаете? Ну, здесь первому, что меня научили, это было хачкости. Хачкости. Что, как переводится? Вроде как круто, закрутить, повернуть и так далее. В этом году площадка стала больше, участков стало больше, приезжают очень крутые ребята, интересные из разных регионов России. Вот, мы сегодня провели обучающие мастер-классы по разным направлениям. Ребята показывали постановки, там, реконструкции в разных одеждах древних ингушей. И там были лекции по изготовлению ковров национальных, также по гончарному делу и так далее. Ну, ребята очень сразу втянулись, им нравится, интересно. И, в принципе, мы довольны тем, как идет. И думаю, дальше их ждет еще больше интересная программа и еще больше развлекательных мелких шоу, которые мы тут организуем. Опишите свои эмоции. Вам тут понравилось? Да, я в восторге. Я впервые в жизни увидела горы. Как красочно. Вы поднимались? Да, мы поднимались на высоту 2300 или 800 метров над уровнем моря. И это было очень тяжело. Я не ожидала, что у меня получится. Но я была вынуждена, я не хотела одна остаться. Вот чему вы удивились больше всего, когда приехали? Потому что здесь очень много... Вот каждый человек, который здесь находится, горит своим делом, к чему-то идет. То есть такая большая концентрация уверенных в себе и талантливых людей, что сам прям... Не сомневаюсь. Вы можете нас увезти, мы не против. Я тоже не против вас забрать. Выключаем. Мы уезжаем. Вас научили каким-нибудь ингушским фразам? Да. Давайте. Хачкости. Хачкости. Дикюшан. Хачкости. Что это значит? Не знаю. Вас, как я понял, всех один человек обучал, да? Кутам. Что это значит? Ну скажите. Кутам. 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 Я кутам. Я кутам. Это значит курица. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Калашник Виктория. Я же говорила, я приехала из Донецкой Народной Республики, из небольшого города под названием Янакиево, 50 километров от Донецка. В Ингушетии я уже 4-й раз. но на форуме такого формата я впервые. И в горах, в принципе, вот на такой высоте я тоже впервые в Ингушетии. За 5 дней случилось что-нибудь интересное, о котором можно рассказать? Что-то интересное, случай? Конечно.
случилось. Да. Я ковер сделала. Как интересно! Для меня это очень интересно, потому что я очень сильно хотела попробовать, очень долго хотела попробовать, потому что я познакомилась с народными промыслами Ингушетии. Я получила колоссальное удовольствие от общения с интересными и очень душевными людьми. Мне очень понравилось, как принимают гостей в Ингушетии. Во-первых, у меня теперь здесь очень много классных и интересных знакомых. Добрый день. Да, Добрый вечер уже вообще-то. Это для меня 4-й форум уже. Волонтером я стала не так давно, только в декабре 2022 года. Для меня форум — это всегда что-то веселое, это интересные путешествия. Здесь много позитивных, креативных и творческих ребят. Сколько вам лет? Мне 33 года. Ага. Столько не живут. По вам не скажешь, я думал 35. Ладно. У меня все хорошо, у меня все впереди. Вы так думаете. Расскажите, что вы делали все эти 6 дней? Мы здесь учили лезгинку. Лезгинку? Да. Станцуйте. Так, знаете, сейчас мужскую партию сложно. Давай. Правильно, да? Да, вот так вот. Да. Хорошо, хорошо. Больше никому не показывайте ингушские фразы. Только не хачкости. Конахи. Конахи? Да, мужчины. Конахи. Онахи, да, простите. Конахи. Эрзи, орел. И так, что? Ну, конечно, меня не отпускает гастрономические удовольствия, поэтому чапельк. Скажите фразу Амирхан Махозвоха. Амирхан... Амирхан Мосхо. Это подстава какая-то, наверное. Амирхан Махозвоха. Амирхан... Так, еще разочек, медленно. Амирхан Махозвоха. Амирхан Мосхо... Амирхан Мосхоев. Махозвоха. Холсон. Амирхан Махозвоха. А я знаю, да, перестань. Бер, ну, во-первых, хочу поздравить тебя. Уже 2-й раз ты проводишь форум. Мы видим, что с годами спонсорская, скажем так, составляющая увеличивается. Расскажи вообще, оправдались ли твои ожидания, вот, и как все проходит, скажем так, в сопоставимости с предыдущим годом? Да, конечно, оправдалось, все лучше, чем ожидалось. И очень круто осознавать то, что Ингушетия становится точкой соприкосновения, да, и объединения самой крутой и творческой молодежи. Ну, и культур в том числе. И культур в том числе, конечно. Вот здесь идет сочетание, такой симбиоз ремесленничества, традиций, культуры, психологии, вообще обретение гармонии, вот, командообразование, все, что человеку необходимо в том плане, чтобы он нашел какой-то, как сказать, свою мотивацию. Все ребята делятся такими эмоциями, впечатлениями. И мы хотим, чтобы они влюбились в Республику Ингушетия, потому что в прошлом году было так. Смотрите, мне очень интересна ваша культура. Вы можете рассказать про нее? У нас, да, есть такая... Собственно, почему я была на базаре? Я просто шоколад не могла 4 дня везти в поезде, сюда добиралась в жару. Поэтому я здесь решила купить. Я знаю, что у вас продается. Мы, казахи, не ходим с пустыми руками, и в том числе вас я тоже не отпущу с пустыми руками. А вот смотрите, отличие, вот прям сильное отличие казахского народа, вашего народа и Ингушетии. Сильное в чем-то. На самом деле очень похож менталитет, потому что мы мусульмане и 2 очень гостеприимных народа. Отличие, я думаю, заключается почему-то в первую очередь приходит в мысль, когда у вас с сватьями нельзя видеться. Отличие? Да, у вас прям застолье бывает, да? Нет, у нас не застолье, у нас очень любят сватов. Их называют куда. Куда? Куда. Куда? Да. Куда? Вот, и когда приезжает та сторона, все очень радуются, встречают, и прям дастархан накрывают очень хороший такой. Но это же плюс, посмотрите, если вы не любите родню своей жены, вы не видитесь. Ну, в этом случае, да, согласна. Да. Вот смотрите, напоследок, знаете какие-нибудь ингушские фразы?
Дидихил. Дидихил. Да. Что переводится как? Добрый день. Добрый день. Ир Дихилшин, да. Сыр Дихилшин, это вот все. Меня научили. Хозьол. Хозьол. Да. И еще это красивое. Красивая сцена? Что-то красивое вообще. Типа, мне сказали, когда танцуешь красиво, можно так сказать. А еще хозьол. Хозхалхьол. Ну, наверное, да. Хозьол — это уже приятного аппетита. Ловзермади. Ловзермади. О, это прям без акцента сказано. Тут сколько дней уже? Мы здесь 6 дней. А я побольше, я... 6 дней, 1 час. Нет, 8 дней уже. О, ничего себе, форум длится всего 7. Не спрашивайте. Участвуем, играем в КВН. В КВН вы играете? Да. Ну, я тоже. Выигрываете? Конечно. Разумеется. Вот ее выигрываю. Скажите что-нибудь плохое про Маслякова. Очень хороший человек. Очень. А старший или младший? Вы не уточнили. А так все равно очень хорошие люди. Кто-то пройдет в следующий этап. На Первом канале. На Первом канале. Смотрите, вот вопрос. Ингушские фразы, мой любимый. Ой, мы сегодня гуляли, и нам сказали фраза, она в переводе означает «идти». Да. Но, если честно, я забыла, как она произносится. Идти. Идти. Лел. Нет. Ютсо. Нет. Даются. Нет, как-то по-другому она Скорее звучала. всего, вам неправильно сказали. Нас обманули? Не учили. Не учили? Вам не стыдно? Нет, мы все выучили, но мы вам говорить не будем.